Более 20 тысяч слов в трехтомном издании. Так выглядит сокровищница языка и национальной культуры якутского народа. Спустя 150 лет якутско-русский словарь привезли в Балаган посреди отдаленного Аласа. Здесь, находясь в ссылке, Эдуард Пекарский приступил к своей фундаментальной работе. В этом Балагане он записал из слов Константина Аросина «Джулурьер Нёгун Батур». Это Нёгун Батур стремительный. Героический Пасаланхо являлся единственным носителем якутского языка. Его передавали устно из поколения в поколение. 1877 год. Эдуард Пекарский становится студентом Харьковского ветеринарного института. За участие в народническом движении «Воля и земля» только что заступивший на престол Александр III ссылает его в Якутию. Пекарскому исполнилось 24 года. Навечно он был отослан в Сибирь, вот в Якутию. Ну и благодаря тому, что он занимался этой наукой, потом научная общественность проходатайствовала в его переезде в Санкт-Петербург. 18 лет ссылки в глубинке Татинского района. Все эти годы ушли на изучение и запись слов якутского языка. Сегодня его труд называют неоценимым вкладом в мировую культуру. Тем более, что якутский язык происходит от древнетюркского и является его уникальным носителем. Словарь еще ценен тем, что вот это третье издание, тем, что он адаптирован под сегодняшний якутский и русский язык. Да, там устранены все старорусские транскрипции. Современное издание третье по счету. Его отпечатали в Петербурге в той же типографии, что и первое. Издание словаря, третье издание. Экземпляры современного словаря в Якутии давно ждали. Их не было ни в школах, ни в библиотеках. Теперь работа доступна всем. Письменный памятник культуры из настоящей якутской глубинки. Владимир Ермаков, Александр Князев, Вести, Татинский район.